Стрельба, она очень сильно воспитывает характер, терпение и умение контролировать себя и свои эмоции, свои страхи, потому что стрельба удивительна тем, что ты выходишь бороться не с соперником, ты борешься с собственным телом, собственным умом, собственным характером. ҳамин гуна оғоз меёбад ҳар як рӯзи тамрини Малика Лагутенко. Муҳаббати ӯ ба тирандозӣ аз кӯдакӣ реша гирифтааст. ҳанӯз дар синни 7 солагӣ вақте дигар кӯдакон ба бозӣ машғул буданд, Малика аллакай ҳадафро меҷуст ва бо шавқу завқ нишон мегирифт. Он вақт ин танҳо як машғулияти кӯдакона менамуд, аммо маҳз ҳамин қадамҳои нахустин роҳи ояндаи ӯро муайян карданд. Я помню, как я, в принципе, заинтересовалась стрельбой. До того еще, как моя мама начала работать тренером, моя бабушка водила меня в парк, где стреляли по баночкам. И она рассказывала о том, какие достижения были у моей матери, и меня это очень вдохновляло, но на тот момент мама не занималась стрельбой. И только через 3 года, когда она пошла работать тренером, я уже прицепилась к ней и сказала: я пойду с тобой. Ну и вот так началась моя спортивная карьера. Я не планировала, что девчонки будут заниматься спортом. Ну, я думала, танцы там, ну что угодно, девичья, но только не стрельба. Но поскольку я вышла на работу, и они вращались рядом, получилось так, что она стала заниматься этим видом спорта. Вот, ничего такого особенного я ей не давала. Даже не думала, что мы вот как-то будем очень серьезно этим заниматься. Это было исключительно мое желание, так как мама знает проблемы, которые связаны со здоровьем спортсменов-стрелков, и она не хотела, чтобы я занималась именно этим видом спорта, но я стояла на своем и хотела заниматься именно стрельбой. дар паҳлӯи ӯ ҳамеша шахсе қарор дорад, ки на танҳо модар, балки устод аст. Дилором Лагутенко тирандози муваффақ ва имрӯз мураббӣ аст. ӯ таҷрибаи худро ба духтараш меомӯзонад. аз ин рӯ инҷо муносибат танҳо оилавӣ нест, балки мактаби ҳақиқии варзиш аст. албатта роҳи қаҳрамонӣ бемушкил нест. лаҳзаҳои душвор, хастагӣ ва масъулияти калон буданд, аммо дастгири оила ба Малика нерӯ мебахшад, то ҳар дафъа ба пеш қадам гузорад. Моя винтовка. Вот. Тут специальное полотенце, которое закрывает ствол от попадания пыли. Вот. Это баллончик с воздухом. Это пневматика, она работает на выпуске воздуха под давлением. За счет этого происходит выстрел. Вот. Я вставляю сюда в цевьё баллон, вкручиваю его. Вот. И сейчас буду прикручивать прицел с специальным диоптром. Тут разные фильтры.
Вот моя винтовка готова. Прежде чем отнести ее на рубеж, я открываю затвор по технике безопасности, направляю ствол вверх и несу на рубеж. Это специальная стрелковая форма, предназначенная для дисциплины именно стрельбы с винтовки. Вот. Она служит поддержкой спины, так как винтовка весит 5,5 кг пневматическая, 6,5 кг малокалиберная. Она защищает спину и мышцы от травм. Также, поскольку мишень меньше, она позволяет как бы сохранять устойчивость. На самом деле мы спортивная семья. Она, наверное, просто автоматически эта атмосфера создавалась, потому что говорили о спорте. Специально, наверное, ничего не делали такого специально. С самого детства Малика как бы была для меня каким-то маяком. Я во многом много чего у нее взяла, начиная со вкуса в музыке и заканчивая как раз-таки стрельбой. То есть мне нравилось за ней повторять, и получается, она приняла большое участие в формировании меня как личности. В принципе, по тем же причинам, что и Малика, занимаюсь я винтовкой, а не пистолетом. Мне тоже нравится это больше с эстетической точки зрения. Ну и потому что и моя мама, и моя сестра занимаются винтовкой. Я думаю, это понятно. иштирок дар мусобиқоти гуногун барои Малика на танҳо санҷиши маҳорат, балки мактаби зиндагӣ гардид. Ҳар як баромад таҷрибаи нав, ҳар як рақобат дарси устуворӣ буд. Дар мусобиқоти Осиё ӯ тавонист истеъдоди худро нишон диҳад ва бо ба даст овардани медали тилло номи худро миёни беҳтаринҳо сабт намояд. Я попала в финал, что было и ожидаемо, и неожиданно. Спортсменов, по-моему, человек 40. Вот, там и стреляли сильнейшие страны, которые в стрельбе там были и Индия, и Корея, и Иран. Вот, и так получилось, что я очень долго готовилась, но перед самим выездом у меня не получалось. То есть я не была уверена в том, что войду в финал. Тем не менее, я, отстреляв квалификацию, я отстреляла 40 выстрелов и зашла в финал 3. Для меня это уже было достижение. И стреляла я в финал, честно говоря, как воин, который готов пойти на смерть. То есть для меня было просто важно отработать. И вот я шла 4, потом 3, потом 2, потом я была на лидерской позиции. Вот. И получилось так, что предпоследний выстрел я стрельнула не центровую 10, то есть 10-0. А моя соперница, которая осталась, кореянка, она стрельнула центровую 10. И она меня обогнала, и она лидировала. И я уже думаю, ну ладно, серебро все равно хорошо, я уже как бы смирилась, думаю, просто отработаю последний выстрел хорошо. И так получилось, что был один тренер с Киргизии, и он так искренне крикнул: «Малика, Киргизстан с тобой!» И я почувствовала какой-то такой прилив сил. Ну и я стрельнула 10, а моя соперница, она попала 9. И, если честно, я не знала, что она попала 9. Я думала, что у меня серебро, спокойно ложу так винтовку, думаю, ну хорошо, хотя бы медаль. Потом смотрю на табло, вижу, что мое имя как бы на первой строчке, и это было очень так, знаете, неожиданно, волнительно и очень приятно. Это было приятной неожиданностью. На самом деле мы готовились как обычно, как положено готовились. Но у нас несколько было неоправданные ожидания у нас были, да, то есть такая ситуация у нас была. И даже был такой момент, когда мы уже смирились со своей ситуацией и вышли на рубеж, уже полностью согласившись со всем, что происходит. И это было очень неожиданно.
ҳамзамон малика ба ҳунари бофандагӣ низ машғул буда бо маҳорати хоса бозичаҳои гуногуни дастӣ омода мекунад. ин ҳунари нозук барои ӯ на танҳо як шуғли дӯстдошта, балки василаи ифодаи меҳру самимият ва эҳтиром ба фарҳанги миллӣ мебошад. ҳангоми иштирок дар мусобиқоти байналмилалӣ ӯ ин бозичаҳои бо дастони худ бофташударо ба варзишгарони хориҷӣ ҳамчун тӯҳфаи хотиравӣ аз номи Тоҷикистон тақдим менамояд. зеро ин тӯҳфаҳои содаву самимӣ пайғоме аз гармии дили як духтари тоҷик ва нишоне аз дӯстӣ, эҳтиром ва ҳамбастагии миллатҳо ба шумор мераванд. Вязание я начала в 2023 году. Чем оно мне понравилось? Оно очень успокаивает и учит концентрации. И мне очень нравится идея с вязанием медуз в цвет флага. Вяжу их очень много и дарю своим друзьям, спортсменам, чтобы они помнили про нас, про таджикских стрелков. Вязание и любое творчество мне очень помогают в спорте. Можно сбросить все негативные эмоции, также концентрация повышается, можно обдумать все свои ошибки в спорте. И вообще вязание меня научило такой вещи, как автоматизм. То есть появилось понимание техники и все такое. И многие вещи, которым я научилась в творчестве, я применяю в спорте. роҳи варзиш танҳо аз як пирӯзӣ иборат нест. малика дар мусобиқаҳои байналмилалии дигар низ иштирок намуда таҷрибаи худро ғанӣ гардонд ва худро барои қадамҳои нав омода месозад. В 2019 году я участвовала на турнире Юго-Восточной Азии, было в Индонезии, и там у меня было серебро. И в этом же году, через пару месяцев, проходил в Казахстане турнир имени Почвалова, мемориальный турнир, и там я взяла золото среди юниоров, категория до 21 года. После этого было очень долгое затишье. Стрельба настолько сложный вид спорта, что причин несколько, а перечислять их можно часами. Нагрузка большая, конкуренция очень высокая. Дело в том, что приезжая на Кубки мира, участвует в одном упражнении сразу 150 и выше человек. От 150 до 198, 198 это было рекордное количество. Нужно попасть в 8 из них. имрӯз малика ҳадафҳои нав дорад. тамринҳои пайваста ӯро барои мусобиқаҳои сатҳи баланд ва орзуи бузург иштирок дар бозиҳои олимпӣ омода месозанд. барои расидан ба қуллаҳои баланд ва истироҳат ва ҳатто баъзе орзуҳои кӯдакона қурбон мешаванд. аммо барои малика ин интихобест, ки онро бо муҳаббат анҷом медиҳад. Очень многими вещами приходится жертвовать, но это их выбор. То есть мы никогда не мешаем в их выборе. Жертвуют личным временем, жертвуют учебой, жертвуют своими какими-то, может быть, хотелками. Многим приходится жертвовать, потому что сегодняшний спорт это развитие технологий в том числе, и отстать, если не жертвовать чем-то, это означает, наверное, отставание. Приходится жертвовать многим. Например, я пожертвовала учебой. Я поступила 2 раза в 2 университета России. Один раз я поступила в Красноярск на мехатроника и робототехника. Я не поехала туда. То есть мне позвонили и сказали: Малика, ты едешь или нет? То есть твоя квота, ее освобождать или нет? Я сказала, что я выбираю спорт.
Вот. Потом, через 2 года я поступила снова, и уже поступила в Краснодар, уже в физкультурный университет, который как бы связан с спортом, но тоже из-за того, что тренироваться здесь, учиться там, мне это ломало весь график, и я, соответственно, приняла решение бросить учебу и продолжать тренировки здесь. با وجود مشغولیت‌های زیاد، ملیکا برای دیگران نیز وقت می‌یابد. او به ورزشکاران جوان کمک می‌کند، تجربه خود را مبادله می‌نماید و با رفتار خود نمونه عبرت گردیده است. طولی 7.5 سال است که من در این نمود ورزش مشق می‌کنم. با ملیکا ما در وقت‌های مشق‌های دسته‌جمعانی شناخت شدیم. او با ما راهبر گروه بودند. از اپا ملیکا ما تجربه‌های خیلی زیاد گرفتیم. آن کس به ما با دقت پراندن و هنگام پراندن به هیچ کس اهمیت ندادن. نگاه میکنیم که آن کس چه خیلی مشق میکند و از او یاد میگیریم. Я стараюсь поддерживать молодежь именно в те моменты, в которые мне лично было тяжело. Я очень надеюсь, что их путь к достижению медалей будет короче, чем мой, и поэтому я буду им помогать всем, что знаю, что умею. او همزمان به ایجادکاری شوق زیاد دارد. در لحظه های فارغ از تمرین و مسابقه ها، ملیکا در گوشه های زیبا و دلفریب شهر دوشنبه سیر و گشت نموده از طبیعت ناتکرار و فضای آرامبخش آن الهام می گیرد. محض در چنین لحظه ها او احساسات خود را به قلم داده شعر ایجاد می کند. برای ملیکا ایجاد همسان به ورزش وسیله افاده روحیه، آرامش قلب و تکمیل جهانبینی هوست. جهانی که در آن اراده قوی ورزشگر با نازکی های احساس شاعرانه به هم می آمیزند. Как же устал быть я паскудным пленником иллюзий. Душа так рвется петь и танцевать. Но где бы ни был я, в глазах людей я лишь обуза. Скажи, о ком ты думаешь, когда ложишься спать? Мои мечты, твоя улыбка, смех и речи, которым неустанно я готов вынимать. Всю твою боль возьму себе на плечи, и за тебя готов и умирать, и воевать. Моя единственная мотивация – это стать олимпийской чемпионкой. И несмотря на то, сколько времени это занимает или еще займет, я буду идти, пока позволяют мои ноги идти к этой цели. Осталось полгода до разыгрывания лицензий на Олимпийские игры. И сейчас идет планомерная тренировка, чтобы к моменту разыгрывания лицензии быть в наивысшей форме. Последующие 2 года, то есть конец 26-го, 27-го и начало 28-го очень важны. И вот мы готовимся к этому периоду. Сейчас, вот в ближайшее время у нас международные соревнования традиционные Алтын-Мерген, на которые мы приезжаем 2 раза в год, весной и осенью на приз Почивалова. Дальше по календарю у нас есть международные соревнования, где мы будем уже рассматривать, целесообразно ли их вывозить на более крупные соревнования, на более масштабные. В первую очередь я ей желаю добиться всего того, что она хочет добиться, и сделать это как можно скорее и как можно красивее, потому что она действительно этого заслуживает, она действительно очень много вложилась в этот спорт, и я надеюсь, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе 2028 она возьмет гордо золотую медаль, и не одну. Я буду рядом с ней стоять гордо, зная, что это моя сестра. امروز ملیکا لاگوتنکا با قدم‌های استوار به سوی آرزوهای خود می‌رود. هر یک تیری که به نشان می‌رسد رمز زحمت، آرزو و باوری به فردای روشن است. زیرا پیش راهش مسابقه‌های زیاد، پیروزی‌های نو و قله‌های بلند دیگر انتظارند.